Добрый день, уважаемые журналисты. Большое огромное вам спасибо. Уважаемые коллеги, уже все сказано коллегам, но я пару слов хочу добавить. Скорее всего, наверное, будет призыв к нашему народу Абхазии многонациональному. Уже более 20-16 лет уже власть, действующая сейчас в данное время власть, она правит нашим государством, и она все время закладывает, как это по термину, военному термину сказать, что мину медленного задействия между ветеранами, между народом и Абхазиями. А сейчас самое главное, вытащили тяжелую артиллерию. Можно сказать, что это сперва мы были антироссийской, то ли мы были НПОшниками, то, где утверждала эта власть. И сегодня, вчера, уже то есть многонациональные в Абхазии, проживающие в Абхазии, это абхазы, русские, армяне, греки, эстонцы и другие национальности, но в одной национальности из числа армянов. Вот. Сегодня много более экспертов и специалистов работают в штабе Бадры Гумба и проводят разовую манипуляцию именно в рознь национального разни. Вот я вчера как-то общался с братьями, ветеранами войны абхазской, то есть как абхазской, так и армянской национальности. Мне очень даже действительно тяжело стало вот именно раздел национальности Абхазии, армяне, греки, русские, эстоны, Украины и так далее. Вот. Нас вместе с вами, введенные на эту мину, посадили, и вот когда взорвут, непонятно. То есть эти люди, которые сегодня нас стравливают, они успешно развернутся, завтра уедут. А мы, народ Абхазии, останемся вместе с вами с той же проблемой, с той же навязанной проблемами за промежуток этого времени, который, в принципе, власть успешно сделала экономической и социальной. То есть она фактически, в принципе, все погубила. И она и губит дальше. Вот. Я просто хотел бы, естественно, чтобы обратили внимание наш народ. Она действительно, она мудрый народ наш. И она должна понять, где правда, где ложь. А ложь в данное время, я как наблюдаю более 30 лет в этой власти, нынешней власти. В этой команде, у Бадры команды Гумба. Потому что эти люди, просто меняются их лидеры, а остальные все остались в том же самой власти, то же самое в администрациях, в районах, в селах и так далее. Сегодня успешно они работают на одной из кандидатов. Люди, наверное, забылись, на кого они служат. Народу Абхазии или кому-то. И сегодня некоторые выступающие из штаба Бадра Гумба уже, я вот просто хочу, наверное, обратить на ваше внимание, вот происходящее в Гарграмском районе, вот именно вот видео, которое, в принципе, то есть речь, которая одного парня, я осуждаю эту тему, потому что она не должна была быть. Но успешно один из кандидатов Бадры Гумба, его штаб, успешно они более развивают информацию именно национального розня, когда можно было остановить этот процесс и заняться необходимым органом и о нарушениях прав человека, да, они вот именно целенаправленно. Я хочу, наверное, по фамилии, наверное, сказать, как Батал Дапауа, так Ахра Авицба, как там наша боевая медсестра, сейчас не помню, как ее фамилию, Узунуглой, да, если не ошибаюсь, Лариса, и другие. Не вы же, ребята, национальную разню разводите. Я хочу вернуться к Ахре Авицба. Да, он действительно является командиром бригады, бывшим добровольцем Пятнашки. И этот человек, я просто не могу понять этого парня, военного парня, как сказать, могу сказать, что как наш друг, как ветеран.
там, правда, в разных. Я защищал свою родину, Абхазию, он защищает русский мир. Благодаря пятнашких бойцов, погибших, более 58 человек, благодаря них этот человек стал уважаемым среди нашего народа, абхазского народа. Но более, я просто не могу этого парня понять, где, когда он говорит правду, когда он говорит неправду. Вчера он экс-президента, одно время он поддерживал, потом он против экс-президента, потом поддерживал нас, ветеранов Абхазии, могу сказать, что в том числе и меня тоже, потому что у нас совпадали с нашей позицией сохранности нашей Родины. А сегодня он поддерживает Бадры Гумба, который его арестовывал, который его более 3 месяцев его держали в заперти. И сегодня заявляю о том, что говорит, что в нашей команде, в нашей организации, и только в моей организации, говорит, что мы во главе нашего лидера Адгура Амирановича Арзамба находятся криминалы. Да? Или так я, если правильно понял. То есть, если его перевести, мы, оказывается, бандиты непонятного какого рода. А в том числе заявляет о том, что Бадри Гумба находится, как это правильно выразиться, коррупционеры, да, если я правильно понимаю. Просто непонятна логика для меня. Если там коррупционеры, я считаю, что коррупционеры, и я считаю, что это больше, наверное, вреда, которые несли более 16 лет, и не отчислились, он находится сейчас в данное время с ними. И где видит в лице меня и моих коллег бандитов или криминалов, просто бы хотелось бы, конечно, понять. Я, в принципе, особо, пользуясь моментом, хотел бы его позвать в кругу ветеранов, общественных организаций АРВА и также АЯИРа, и также других ряд, сесть за круглый стол, как ветераны. Мы хотим, в принципе, чтобы он нам дал объяснение, потому что, выступая, общегромкие слова говоря о том, что мы ничуть ли против русского мира, впредь это неправда. Я лично принимал тоже участие, несколько раз мне удалось, то есть пришлось поехать на Донбасс, и принимал какую-то определенную свою миссию, сейчас не буду этого оглашать. Я понимал, что там происходит, и находясь у него в базе более в течение месяца, я знаю внутри проблемы той подразделения. Хотелось бы об этом тоже поговорить, но правда в лицо, вот, не так вот, как выступает там, оскорбляя более героев, более 70 человек героев Абхазии, говоря о том, что мы сегодня в данное время мы вместе находимся в одной команде, оскорбляя о том, что мы бандиты, я воспринимаю ее как угрозу, как оскорбление. Впредь и другим тоже ветеранам хочу обратиться. Вы, может, некоторые ветераны, я имею в виду Абхазии, может, забылись, чем, кем, когда, где вы воевали, как воевали. Я могу напомнить каждого из вас. Когда громкие слова говорите, надо вокруг себя обойти, что вы сделали для нашего народа. 92-93 годы. А сегодня вы стали патриотами Родины и нас, ветеранов войны и героев страны. Я не говорю, что именно герои Абхазии, а ветераны войны, которые сегодня даже более ветераны войны, которые не награждены, но сделали больше, чем я. Даже про них вы забыли. Забыли про всех, какой ценой нам это досталось. И сегодня экс-президента вы привели более 5 лет тому назад дезертира. Я уже никогда это слово не озвучивал в эфир, но я сегодня могу сказать официально дезертира. Благодаря вас, ветеранов, мы промолчали. Думали, что он приведет наш народ в будущем, но он привел в крах, в национализм, и друг другу мы не можем сегодня даже ветеран, даже кто сидел, я вчера как-то был у меня беседа с моим другом, который я сидел в танке, где я горел в Гаграх, у нас получилось в разное, то есть понимание в защите нашей Родины.
Вот куда это экс-президент и эта команда, которая 16 лет нас привело. Между боевых друзей, товарищей, семьи и так далее. Это 16 лет, которые правила власть, и сегодня она хочет остаться в этой власти. Обращаюсь к народу Абхазии, многонациональному народу Абхазии. Каждый человек, я как-то это уже ранее говорил, каждый человек индивидуально, он является защитником Родины. Обращаюсь к тем людям, те, которые бросили нас в 92 году. В то время вы не смогли защитить нашу Родину. Но сегодня защитите Родину, я вас не призываю к войне. Вы можете защитить простой ручкой вашей галочки правильный выбор. Это будет наша Родина, защите нашей Родины. Всего лишь ручкой выйдите, придите, проголосуйте за правое дело, за защиту нашей Родины. Больше от вас ничего не требуется. Большое и огромное вам спасибо. Обращаюсь ко всему народу. Мы едины и будем едины. Мы всегда были с русским миром, и мы всегда останемся с русским миром. 93 года, 2008 года, то есть 8-9 лет, даже в блокаде ельцинского режима даже нас держали, мы никуда не ушли, мы курс, направление не поменяли, мы всегда оставили курс направления с Россией. И впредь мы в этом направлении движемся. Но из дружеской страны озвучивают, как Соловьев, с угрозой нашей нации, что мы не являемся той же НПОшниками или другими националистами, у нас его нет. Вот как раз как они сегодня проводят антинациональное отражение, можно сказать, от себя, вот как он, как и другие люди-журналисты, не имея права вмешиваться внутри политической обстановки Республики Абхазия, раз нас великий Владимир Владимирович Путин признал независимость Республики Абхазия. Я считаю, что мы являемся независимой государством, но мы своих друзей не забываем. Большое, огромное вам спасибо нашим коллегам и журналистам нашим, и нашему народу. Спасибо большое. Вианор.